Иногда за поворотом тебя не ждет ничего хорошего. Телезритель Александр стал свидетелем классической аварийной комбинации в Томске. Нетерпеливый светлый седан сунулся на поворот, проехал пару метров, и его забодали. Зритель Вадим лично убедился. В Ногинске есть бестолковые водители. Вот иномарка ринулась влево, но ее подбили. Чтобы было не скучно, виновник аварии отлетел на стоявший кроссовер. Одним махом мужчина из свидетеля стал третьим участником столкновения. Республика Коми. Водитель серой «Лады» не заметил за грузовиком кроссовер и повернул прямо под него. За ходом событий наблюдал наш зритель Владимир. Все произошло стремительно. На дороге есть место чудесам. Главное, суметь их увидеть. Телезритель Николай был вознагражден за соблюдение правил и дорожной вежливости. Он пропустил мужчину на зебре. Пешеход, тащивший целую вязанку инструментов, не поленился отбить благодарственный полупоклон, обнажив голову. Видишь, какой благодарный пешеход оказался. Может, человек целый день встречал хамов, а тут такой приятный водитель. В Ханты-Мансийске женщина за 1 секунду потеряла 2 детей на зебре. Не переживайте, уже нашла. Что сейчас съездим, а потом поедем. Дама тащила снегокат с малышами и не заметила потерю маленьких пассажиров. Мамашка едет, ребенка оставила. Главное, про ребенка забыл, а 2 детей. Водитель помог сигналом, а мужчина из легковушки даже порывался выйти. Но увидел, что карапузы нашлись, и успокоился. Спешка часто приводит на встречную полосу. На трассе в Удмуртии серебристый седан совсем не вовремя пошел на обгон. Когда поравнялся с фурой, из-за пригорка показалась встречная легковушка. Водитель на встречке дернулся влево, но маневр не помог. Машина с регистратором чудом разминулась с иномарками. Хоть кому-то повезло. Темная иномарка пошла на торопливый обгон в Башкирии. Водитель не рассчитал дистанцию и был вынужден возвращаться назад в свой ряд. Подвел гололед. Седан сорвался в занос и скрылся с глаз, по широкой дуге вылетев в кювет. Неуступчивым водителям все перекрестки по колено. Зритель Алексей пожалел владельца темной иномарки, который выскочил под него на трассе в Белгородской области. Дядя самоуверенно повернул налево и создал опасную ситуацию. Алексей и сам выкрутился, и ограждение спас. В Северодвинске незамутненный автомобилист организовал неприятности себе и водителю универсала. Седан просто выехал на перекресток. Сторонник концепции «знаки для слабаков» тут же получил поощрительный удар в борт. Покоритель проселочных проездов в Вязьме отвык уступать дорогу. А тут сразу и главное, и телезритель Василий. Беззаботный водитель нехотя притормозил. Только Василий к тому моменту уже колесил по встречке. На поперечных надейся, а сам не плашай. В Брянске водитель темного кроссовера попер поперек улицы. Почти добрался до парковки, но маневр оборвала легковушка. Мужчина так растерялся, что чуть не упустил машину. Беспризорный автомобиль попытался вернуться на место столкновения. Есть момент, да? Да, сейчас. Какой русский не любит водить по-русски? За восклицательный знак на желтом фоне многое можно простить, но только по правилам. Папуль, не надо мне машину бить. Давайте вместе посчитаем промахи автогражданки. Нарушила правила парковки – это раз. Рванула без поворотника – это два. В зеркала не смотрела и перекрыла полосу – это на десерт. Тише, только не бей ее. Не бей ее только. Отец нашей телезрительницы Анастасии переключился в режим педагога. Что ты видел? Заедь! Парковки уезжают, больше нет.
Еще и на 2 полосы выезжает. Понимания наши телезрители не встретили, а потому решили наказать нарушительницу по полной. Надо ее отправить в это. Да, конечно. Вообще по-русски Больная. и на сайт ГАИ. История на экране.